Памятные мероприятия, посвященные началу мартовской операции, начались в селе Нижняя Ишера. Именно туда, к Гумисте, где когда-то сражались за свободу абхазские бойцы, отправились делегации Государственного комитета по делам молодежи и спорту и Музея боевой славы. Акция памяти началась с возложения цветов к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардземба. Затем участники прошли тропой героев и возложили цветы к памятникам погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, штурмовой роты «Ветерок», добровольцев из Кабардино-Балкарии и бойцов Сухумского батальона. Завершилась акция возложением цветов к памятным плитам у Верхнего Гумистинского моста. Мероприятие продолжилось в Музее боевой славы имени Владислава Ардземба, где была представлена обширная фотовыставка из архива фотографа Виталия Кецба. С черно-белых фото 30-летней давности на всех присутствующих взирали совсем молодые ребята, отдавшие жизни за свободу и независимость нашей Родины. Им же, павшим героям, был посвящен фильм «Мы за Гумистой» по мотивам книги героя Абхазии Автандила Гарцкия. Мартовская операция стала настоящей трагедией для абхазского народа, переживать которую было тяжело и больно. Вражеская сторона отказывалась отдавать тела погибших, намеренно внося раскол между семьями павших и руководством страны и армии. Но матери солдат, пожертвовавших жизнями ради родной земли, проявили в ту пору истинную стойкость. 200 человек, тогда это было такое потрясение для многих, потому что каждое выступление бойцы связывали с окончательной победой. Но, как говорил наш главнокомандующий Владислав Ардземба, победы не бывает без каких-то неудачных наступлений. Не выдавались тела, вы знаете. Грузинское командование делало все для того, чтобы внутри сделать такое сильное противостояние власти и народа, и особенно семей погибших, чьи останки были уже на другой стороне Гумисты. Именно матери погибших, именно семьи погибших. 26 марта там, в Доме культуры в Гудаутах, это тоже вот героизм народа, наверное. Они сказали, что сейчас самое главное – освободить нашу Родину, а потом уже, естественно, они лежат на нашей земле. И воздать им должное, как это полагается, по обычаю, по-абхазски, по-человечески, по-христиански. Поддержание и увековечивание памяти о ветеранах и их подвиге невероятно важно в формировании современного абхазского государства, развитие и процветание которого было бы невозможно без героизма тысяч воинов, храбро защищавших будущее Апсны, порой и ценой своих жизней. Как рассказала герой Абхазии, директор Музея боевой славы Мзия Бея, главной целью мероприятия является именно увековечивание памяти о героях. Мы прошли тяжелый путь, и эта история должна сохраниться, но если носителей не будет, которые будут это знать, нам будет тяжело сохранить свою историю. Для этого мы передаем молодому поколению свои знания, чтобы чтили память матерей, воспитавших героев-сыновей, чтили память ветеранов, чьими усилиями, чьей кровью и потом достигнута эта победа. На мероприятии, организованном Музеем боевой славы и Госкомитетом по делам молодежи и спорту, председатель комитета Тарач Хакба отметил, что необходимо чтить и беречь память о павших, передавая ее молодым поколениям, воспитывать в юных сердцах чувство патриотизма и уважения к героическому прошлому многострадальной Родины. Мы не должны забывать вклад ветеранов, которые сегодня с нами рядом. Они сделали все, чтобы мы сегодня жили в свободной стране, чтобы мы сегодня строили государство. Мы все прекрасно знаем, как наш многонациональный народ определенное время проходил долгий тернистый путь. Пришло время идти дальше, молодым, вам, нам, также с гордо поднятой головой.
Перед залом, заполненным молодыми людьми, выступили ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Они не только рассказали о страшных днях кровопролитных сражений, но и напутствовали собравшихся на свершение во благо Родины в мирное время, подаренное абхазскими бойцами. Молодые люди с интересом задавали вопросы и участвовали в дискуссии. Героизм бесстрашных солдат абхазской армии никогда не будет забыт. Об этом ярче всего свидетельствует неукротимый интерес и настоящий патриотизм совсем юного, подрастающего поколения. Мы, дети, молодежь Абхазии, должны помнить подвиги наших отцов и дедов. Они ценами своих жизней защищали нашу страну, принесли нам победу. Спасибо им, вечная слава. Пусть процветает наша Абхазия. В завершении мероприятия в память о павших участники зажгли свечи у аллеи героев в парке Славы. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение.